Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим про подарки. В жизни человека очень много подарков. Бывают ценные, особо ценные подарки. Бывают бесценные подарки. Бывают и ненужные. Это тоже бывает. Но самый ценный подарок, это подарок, который дает нам Всевышний Аллах Тааля. Подарок, который мы получаем при рождении, при появлении на этот свет. Этот подарок называется вера. Вера — это ценный подарок, который освещает наш жизненный путь. Но в жизни иногда так бывает, что люди не ценят подарки и могут растратить их, потерять их или испортить эти подарки. Сегодня я вам расскажу историю про 3 друзей, которые приехали посмотреть город. Целый день они ходили по городу, рассматривая красоты этого города. И запозднившись, они решили остаться ночевать в этом городе. Пришли к одному человеку, попросили у него комнату, где бы могли они остаться, отдохнуть, комнату отдыха. Он сказал: да, есть одна комната, но одно но. Эта комната находится на самом высоком этаже. Ребята сказали: ничего страшного, больно хорошо. Хозяин продолжил, сказал, что и еще одно но. У нас не работает лифт, ответил он. Ребята и на это условие согласились, сказали: не беда, мы потихонечку поднимемся, сказали они, и начали свое восхождение по лестнице. Чтобы восхождение было более веселым и было более легче, они разговаривали, общались между собой, и первые 25 этажей прошли мимолетно, шутя, смеясь, рассказывая шутки, прибаутки. Но после 25 этажа сил поубавилось, и они уже начали разговаривать про серьезные вещи, про планы на будущее, и немного уже разговаривая о прошлых моментах. Следующие 25 этажей также прошли без особой тягости. Но после 50 этажа стало совсем тяжко. Разговоры становились все более серьезными. Уже они строили планы, как же подняться на самый верхний этаж, где их ожидала комната отдыха, комната благодати. И уже после 70 этажа они начали разговаривать про страшные истории. И когда уже почти дошли до этой комнаты, один из друзей сказал: а хотите, я вам расскажу самую страшную историю? Ребята, уже изнеможенные усталостью и предвкушая, что вот они попадут в комнату отдыха и отдохнут наконец-то, сказали: да, давай, расскажи. Он сказал, что мы подняться-то поднялись, но забыли ключ внизу, сказал он. И это была самая страшная история. Так же и в жизни, дорогие друзья. Мы первые 20-25 лет своей жизни часто проводим легкомысленно, задорно, смеясь. Дальше появляются новые испытания жизни, преодолевая их. Но нужно всегда помнить и знать, что ключ у нас с собой. Ключ, который откроет двери милости Всевышнего, двери к вечному блаженству. Если не будет у нас ключа, который откроет дверь под названием смерть и не пропустит нас в рай, вечное блаженство, то весь подъем, он будет насмарку. Поэтому, дорогие друзья, не потеряйте этот ключ. Он очень ценен, очень важен. Но часто важность этого ключа люди осознают только когда подошли к двери, которой у них нету этого ключа, который им
не открыть к дверям рая. Пусть Аллах Тааля даст нам возможность позаботиться о сохранности этого ключа и бережно относиться к этому ключу, чтобы его не испортить, не растерять и воспользоваться этим ключом. Пусть Аллах Тааля сделает нас из числа тех людей, которые сохранили свои ключи. И эти ключи, дай Аллах Тааля, чтобы открыли нам двери милости Всевышнего и благодати. Пусть Аллах Тааля удостоит нас чести быть искренними верующими рабами Творца. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.